Дело в том, что нас становится все меньше и меньше, и то, что у нас молодежь, меня всегда это очень радует. Спасибо молодежи, которые пришли. Мы тратили свое время, пока существует наше общество, очень большие усилия, чтобы поддержать в людях боязнь того, что это может повториться. И то, что творится сейчас на Украине, молодежь, я говорю для вас, ведь это не что иное, как репрессии. Шахтеров Донбасса хотели сделать рабами, а они не хотят. И это вылилось все в войну. Пожалуйста, вы подумайте над этим. Это то, чего боятся. А ведь это бывает в любой стране. Но это большая история, длинная история. Я хочу сказать, что в нашем городе вот этот памятник, у которого мы сейчас стоим, он создавался нашим обществом. Мы все время искали спонсоров. Он стоит уже 15 лет. Ни копейки бюджетных денег в него не вложено. Учитывая его конструкцию, он требует постоянного ремонта. Их было 7. Ремонты – это очень серьезное дело. И в этом году, в августе месяце, произведен большой ремонт. Житель нашего города, человек, который... Ему всего 42 года. Конечно, он не знает ни репрессий, ничего. Он родился в нашем городе, вырос, школу кончил, институт. Сейчас он успешный предприниматель. Зовут его Линник Вадим Владимирович. Он проникся, когда узнал, что памятник стоит вот с проржавевшими сердечками. Он в течение недели прекрасно организовал, без всяких требований, без всяких условий, он организовал ремонт. Так как он в городе, он бы обязательно был, он передает вам свои слова сочувствия. Учитывая экономическое положение в городе, к сожалению, на сегодня не будет традиционного чаепития. Там, где люди могли высказать за чашкой чая свое наболевшее, выступить со своими стихами, с песнями. Ну, а наше торжественное мероприятие закончено. Спасибо всем, кто прибыл, спасибо всем, кто пришел.